Изенер Прайзна, Изенер Бзох. Всем привет. Я пишу это сообщение, это видео для тех, кто намерен изучать хакасский язык у меня. Дело в том, что я уже провел 2 занятия, эти 2 дня подряд регистрировались тролли, и, в общем, они там мешали нам вести занятия. Теперь я вынужден просто принимать уже по личному видеосообщению. Дело в том, что я должен видеть человека, который приходит на занятия. Я там как бы лояльность вроде бы как проявлял, в общем, даже не смотрел, кто приходит ко мне, и тут начали троллить. Поэтому тоже поймите меня, и тролли просто мешают вести занятия. Поэтому, пожалуйста, отправляйте мне видеосообщение в личку. Не надо где-то официально все это делать, именно в личку, а я везде есть. И ВКонтакте есть, и в Одноклассниках, и на Facebook. В личку мне отправляете, говорите, что вы такой-то такой или такая-то такая, что намерены изучать хакасский язык, и вот это ваша вот достоверность. Да, вы говорите в телефон. Ну, в телефоне всегда можно снять видео. И мне этого будет достаточно, и потом на ваш личный аккаунт или на ваш электронный адрес я буду отправлять сообщение. И потом еще следующее. При входе в начале занятия обязательно надо будет включать видео. Обязательно, потому что, чтобы я видел, кто пришел на самом деле, а то, может быть, так кто-то зарегистрировался, могут просто взломать аккаунт и, в общем, троллить лишний раз, и не хочется отвлекаться на эти вещи. А потом уже по мере продолжения занятия можете отключать видео, там в Zoom такая функция есть, и уже говорить, просто общаться через микрофон. Это все делается. И еще следующее. Я буду записывать занятия, сами занятия. Но теперь я понимаю следующее, что, видимо, не все занятия будут прописаны и выставлены в YouTube. Ну, в общем, посмотрим. Я, очевидно, буду готовить отдельные видеоматериалы по заданной теме, по которым мы отзанимались вот в группе. Моя основная задача занятий следующая. Привлечь внимание людей к своей собственной культуре, к хакасскому языку. Если это хакаса, да, если это не хакаса, просто дать понимание культуры хакасского языка, хакасской речи. И, конечно, сформировать навыки самообразования в отношении хакасского языка, в изучении хакасского языка. Дело в том, что я полагаю, что чтобы развить в себе навыки говорения, нужно какое-то количество времени специально на это потратить. Если заниматься каждый день, в принципе, это более эффективно, чем 3 раза в неделю. Поэтому я провожу занятия каждый день, чтобы человек мыслил, да, вот сегодня у меня вечером занятия, и это каждый день, кроме выходных, субботы и воскресенья. По времени пока это 8 часов, потом посмотрим, время, возможно, изменится где-то на 8:30, может быть, на 9, но пока 8 часов. Занятия будут проходить по полчаса и проходят по полчаса. И я еще раз говорю, основная задача моя – научить говорению. Человек реально должен начать говорить. Поэтому на занятии, возможно, то есть группа, возможно, потом будет ограничена. Потому что говорить сразу с 20-30 людьми, допустим, да, обучающимися, я не смогу. Наверное, 10 человеком я ограничусь, возможно. Но для остальных буду готовить видеоматериалы. Но они, конечно, уже будут, эти видеоматериалы будут в общем доступе, но они потеряют, те, которые не попадут на мой курс, они потеряют преимущество реальной практики. Вот. То есть человек ведь вырабатывает привычку посещения вебинаров или курсов. Да. Если это он будет делать каждый день, то выработается привычка, реальная привычка говорения и обучения, и самообразования. Это самое важное. Но если вы, конечно, более организованы, вы можете и заниматься по материалам в YouTube, которые я буду стараться выкладывать по результатам занятий. Тоже буду стараться делать, как для самих обучающихся, так и для посторонних лиц. Но, еще раз говорю, преимущество обучающихся у меня
это то, что они будут практиковать хакасскую речь. То есть там всегда можно будет поправиться, особенно в произношении, где-то в грамматике. Вот это, конечно, будет преимущество. Еще раз, при регистрации прошу высылать мне свои собственные видео. Это первое условие. И второе условие, при входе в конференц-зал надо будет обязательно включить видео, чтобы я видел, кто пришел в реальности, на самом деле. Не аватарки, не фотографии, а реальное видео я должен видеть. Потом это видео можно будет отключать. Ну и третье, я уже сказал, видео будет записываться. Если вы не хотите записываться, конечно, отключайте видео, тогда вас видеть никто не будет. Но ваш голос будет звучать. Спасибо за внимание, за понимание. С вами Сибдейтон. Подписывайтесь на курсы хакасского языка. Но я полагаю, что больше 10 человек, наверное, у меня набора не будет. Ну, там посмотрим. Че анам жухтар.